Стихи, рожденные войной. Именно так назывался поэтический вечер, организованный Союзом писателей Абхазии. Церент Чания, Екатерина Бебья, Анатолий Лагула, Гунда Сакания, Игорь Хварцкий и другие поэты, а также студенты АГУ и учащиеся Сухумской школы номер 1 имени Шинкуба зачитывали стихи разных авторов, которые были написаны под свист вражеских пуль в годы Отечественной войны народа Абхазии. Поэтесса Гунда Сакания зачитала стихотворение, написанное поэтом, журналистом, воином-добровольцем Александром Бардадымом. Сердце осенью очистив, понимаешь, год от года, по полету мертвых листьев, равнодушие природы, все равно исчезнет слово. Осень рыжая растает, станет лес печален, словно колыбель ее пустая. Стихи, рожденные на войне, как известно, имеют особое значение. В разные, самые сложные периоды они вдохновляли бойцов, сражавшихся за Родину. В стихах нашли свое отражение все те чувства и эмоции, которые люди испытывали, уходя на войну. Отрадно, что в Абхазии растет послевоенное поколение, которое интересуется поэзией и чувствует всю тяжесть и боль произведений, написанных в те трагические годы. Исуалыз ахаца иуахта дыпхасцеит уи уаҳа игәахымлартә ақәылара аҵыхәтәан сызгашазгьы сықәшәеит схаҭа. На поэтическом вечере прозвучали произведения Таифа Ачба, Мушнила Сурия, Рушбия Смыр, Терента Чаня, Баграта Шинкуба, Саиды Делба. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов подчеркивает, что сложно переоценить вклад абхазских писателей в борьбе нашего народа за свободу и независимость. Абхазские поэты и прозаики во все времена участвовали в национально-освободительном движении абхазского народа. И, конечно же, во время войны наши творческие люди, они воевали пером, проявляли активность во всех площадках, и даже не только внутри Абхазии, но и за пределами Абхазии. Значит, делали разные заявления, обращения в разные международные организации. И, конечно же, это давало определенный результат. Поэтический вечер прошел в теплой атмосфере, которую могут создать только творческие люди. Эмоциональное чтение стихотворений погружало в то самое военное время, время бессмертных воинов и бессмертных стихов.